Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы поговорить о такой теме, как механизм зависимости. Этот материал уже для более продвинутых людей, кто хочет разобраться в самой механике зависимости, понять, как она работает. И больше будем говорить о таком гормоне, как дофамин, о дофаминовых рецепторах и влиянии их на организм и как формируется зависимость под их действием. Вам никогда не казалось странным, что такие разные вещи, на первый взгляд, как алкоголь, никотин, компьютерная зависимость, секс, высококалорийная пища, фастфуд могут вызывать зависимость? То есть, по сути, механика одна и та же. Вроде вещи разные их действия на нас, но зависимость вырабатывается вполне определенным образом. И сегодня мы поговорим, в чем же их сходство. Дело в том, что все эти вещи, которые я сейчас перечислил, они вызывают химическим путем или не химическим путем всплеск большого количества гормона дофамина в нашем организме. Дофамин – это гормон, так называемый, обещающий счастье, да? И поэтому мы чувствуем себя более расслабленно, снимаем беспокойство и так далее. Но все бы ничего, если бы не реакция организма на такой всплеск дофамина. Дофамин – это древний гормон, естественно, он нужен для выживания человека. Раньше в древности, например, как дофамин помогал человеку. Например, человеку удалось в результате долгой охоты поесть мясо, высококалорийной пищи, да, и дофамин награждал человека, да, выбрасывался в кровь, и человек чувствовал такое удовольствие. И главное, он чувствовал мотивацию дальше охотиться и получать это мясо. Но сейчас в современном мире все перевернулось с ног на голову. На эффекте дофамина основаны такие сети фастфуда, всем известные, да, когда человек получает такое удовольствие, когда ест высококалорийные гамбургеры, фри, и, в принципе, потом будет выбирать не здоровую обычную пищу, а идти в сети фастфуд. Или, например, секс, да, что сейчас из-за того, что есть интернет, высокоскоростной доступ, да, к различным непристойным сайтам, то есть, а мозг не различает, где виртуальный партнер, а где реальный. Следовательно, человек попадает в зависимость, да, потому что происходит выброс такого дофамина. И все бы ничего, если бы не обратный эффект. Дело в том, что дофамин действует по принципу кнута и пряника. Да? С одной стороны, он нас мотивирует, а кнут выражается в том, что если мы в своей жизни применяем такой вброс большой дофамина, как наркотики, алкоголь, курение, снижается чувствительность так называемых дофаминовых рецепторов. Сейчас я все попытаюсь объяснить нормально, понятно, и у вас в конце ролика сложится вполне четкое определенное впечатление о том, как работает зависимость. Давайте для начала я покажу это на графике. Для начала давайте напишем, как работает вот эта дофаминовая система у человека, который никогда не употреблял алкоголь и зависимости, либо прошел период отвыкания. Да? Расставим значение, сколько мы получаем, скажем, удовольствия от этих вещей. Ну, к примеру, отдыха мы получаем 9 дофаминов от сна, получаем 10 от общения, получаем 7, быт пусть будет 6, хобби 6, еда 7, работа 2. По сути, это является значением, сколько у нас выделяется дофаминов, когда человек ведет трезвый образ жизни, когда в его жизни нет никаких зависимостей. И возьмем, что есть такой фильтр, который называется дофаминовые рецепторы, которые прячутся, если на них обрушивается большая лавина дофаминов и снижает свою чувствительность. Но так как мы не обрушиваем на себя зависимость, наша чувствительность хорошая и равна норме, единица. По сути, когда человек, находящийся в трезвости, испытывает вот эти вещи в своей жизни, явления, отдыхает, спит, общение, то есть это проходит через его систему дофаминовых рецепторов, и на выходе он получает столько же дофаминов, то есть 9, 10, 7, то есть 6Q1,6, 6Q1,6, то есть так работает нормальная система. Смотрите, что происходит, когда на горизонте появляется какая-либо зависимость. Когда, к примеру, вы выпиваете, или вы куриваете сигарету, или кто-то колется наркотиками, или переедаете какой-то пищей, или играете в компьютерные игры, или занимаетесь какой-то сексуальной зависимостью, да? Новая зависимость по сравнению с обычными делами, она доставляет человеку огромнейшее удовольствие. Первый раз. То есть она вызывает, например, выброс 100 дофаминов. Напишем здесь, что это наша зависимость. Итак, наша зависимость вызвала 100 дофаминов. И естественно, когда первый раз мы применяем удовольствие, это проходит через нашу дофаминовую систему, мы испытываем такой кайф.
Но что происходит дальше? Наша дофаминовая система, нервная система видит, что на нее льется просто огромное количество дофаминов. Но она себя страхует, чтобы не сжечь так называемые дофаминовые рецепторы. Как это проявляется в реале? Она уменьшает чувствительность. То есть ее чувствительность становится уже 0,1. Все зависит от того, насколько сильный наркотик вы на нее обрушили. Вот почему, например, из героиновой зависимости так трудно выбраться. Смотрите, что происходит. Вы погуляли, выкурили, занялись какой-то зависимостью. Но что теперь? Как вы будете ощущать реальный мир? То есть вы согласны со мной, что вот эти дела, они в принципе составляют основное наше время, 95% времени мы просто живем, спим, едим, ходим на работу, занимаемся своими обычными делами. Но теперь за счет того, что наша система уменьшена, как мы будем воспринимать отдых? Он проходит уже не через нормальную систему с единицы, а он проходит через 0,1. И на выходе мы имеем уже не 9 дофаминов, а 0,9. То есть наше удовольствие от обычных вещей, оно меняется. То же самое происходит и с другими вещами. И что самое удивительное, такое снижение чувствительности происходит не на один день, не на 2. Минимум это несколько месяцев закладывается вам падение по эмоциональному состоянию. Вам знакомо такое, что вы чувствовали себя очень хорошо, было высвобождение эмоций, когда вы применяли зависимость. Но вот обычная жизнь сейчас вам не кажется такой красочной, она кажется вам какой-то серой. Вас не то чтобы не доставляют радости эти вещи, а вам доставляют они раздражение. Но сейчас мы об этом всем поговорим. Заполним нашу таблицу, то есть напишем здесь, тут норма, тут зависимость, Соответственно, сон проходит через обычную систему и доставляет нам удовольствие в 1 дофамин общения 0,7. Сейчас я расставлю и все мы объясним. 0,6, 0,7, 0,2. Видите, по сути у нас даже нету целого дофамина. А дело в том, что когда в организме у таких гормонов, обещающих радость, очень мало дофаминов, начинает выделяться другой гормон, который называется кортизол. Это гормон стресса. Наш организм видит, что мы уже не получаем такого кайфа, хотя бы дофаминов в норме, он начинает вызывать гормоны стресса. Вот почему человек в обычной жизни, который употреблял алкоголь, начинает чувствовать беспокойство. И вроде, казалось бы, ничего такого не произошло. Вы просто живете, просто ходите, но вас одолевает какой-то стресс, какое-то беспокойство. То есть здесь, по сути, мы еще имеем плюс гормон кортизол, к этим значениям. Вот почему для человека, в жизни которого есть зависимость, все обычные вещи кажутся не доставляющими удовольствия. Человек, который находится в зависимости, и так было у меня, стремится получать еще другие зависимости. Вот из этого разряда. По сути, даже эта зависимость со временем, проходя через эту систему, дает ему 10, 100 на 0,1 это будет 10. Всего лишь 10 дофаминов. Когда обычный человек в трезвости, получает это от сна, от отдыха, от общения. То есть человек в трезвости за счет того, что его нервная система, она очень чувствительна, он может получать соизмеримое удовольствие от обычных вещей, потому что он не просадил свою нервную систему. Человек в зависимости находится с просаженной нервной системой, его чувствительность на низком уровне. И даже когда он применяет, казалось бы, свою зависимость, алкоголь или сигареты, которые раньше доставляли ему удовольствие, сейчас он просто начинает чувствовать себя нормально, потому что его чувствительность, она просажена. А обычные вещи доставляют ему либо стресс, либо беспокойство, но ни о каком удовольствии не может быть и речи. И дело в том, что нервная система снижает чувствительность вот этих дофаминовых рецепторов не на день, не на 2, а на несколько месяцев и даже лет вперед, в зависимости от наркотика, который вы применяете. Чем выше вы получаете удовольствие, тем сильнее просаживаете нервную систему. Но навскидку скажу, для алкоголя просадка нервной системы составляет от 6 до 18 месяцев, в зависимости от того, сколько вы до этого применяли зависимость и в каких количествах какой алкоголь. Для никотиновой зависимости это составляет от 3 недель до нескольких месяцев может составлять. Для героина, тяжелых наркотиков, к сожалению, такая просадка по эмоциям, она может быть от 2-3 лет до бесконечности. То есть вот почему говорят, что бывших наркоманов не бывает. Но всегда есть выход. Помните, если вы навсегда уберете все зависимости с вашего горизонта, которые вызывают большой всплеск гормона дофамина, то вы со временем вернетесь к норме. То есть ваша нервная система будет восстанавливаться. Я помню, когда я употреблял алкоголь, курил, применял другие зависимости, компьютерную зависимость, я действительно
имел нервную систему на низком уровне, и я не понимал, как можно просто отдыхать без алкоголя, без каких-то инъекций, там, огромного удовольствия, да. Для меня оказалось это неестественно. Действительно, моя нервная система была просажена, и вот эти удовольствия, они не вызывали у меня такого удовольствия, да, тем более я имел пониженное содержание дофамина и плюс гормон кортизол, стресс. Вспомните себя, дайте себе отчет. Вот когда ничего не происходит, вы чувствуете беспокойство, тревогу, да. Неминуемо, как вы исключите из своей жизни зависимости, начнется обратный отсчет. Не сразу, но постепенно ваша нервная система будет восстанавливаться ее чувствительность до нормального уровня, когда вы сможете получать удовольствие от обычных вещей в вашей жизни, от отдыха, от сна, просто от того, что вы живете, вы будете получать удовольствие. Ваша нервная система откалибруется под ваш привычный образ жизни. Но помните, как только на горизонте, даже если после нескольких дней воздержания появится зависимость с большим вбросом дофаминов, все рухнет, и ваша нервная система опять уйдет в защитную позицию, в буфер, то есть сделает опять резерв времени, когда у нее будет низкая чувствительность. Это на тот случай, если вам опять вздумается на нее обрушить град дофаминов, она будет к этому готова. У нее будет низкая чувствительность, чтобы не сжечь свои дофаминовые рецепторы, чтобы сохранить себя. Помните об этом, поэтому исключайте из своей жизни вот такие большие вбросы дофаминов. Помните, что даже если вы воздерживаетесь неделю, 2, 3, месяц, 2, если вы хоть раз примените какую-либо зависимость, вы себе зарезервируете на несколько недель, месяцев подавленное состояние. А это невыгодная сделка, да? То есть, да, вы получите, может быть, полчаса удовольствия, но вы провалите себя на несколько недель и месяцев в подавленное состояние. Как я говорил, что микрокредитная организация покажется очень выгодной, да? Тут вы, грубо говоря, берете 1000 рублей, а будете расплачиваться 100 000 рублей в течение нескольких месяцев или даже лет. Поэтому делайте свой выбор, что вы выбираете. Всегда находиться в ровном, спокойном состоянии, учиться получать удовольствие от обычных, казалось бы, на первый взгляд, вещей, но чтобы в вашей жизни не было таких больших крутых виражей. Либо всегда находиться в подавленном состоянии, но тешить себя там полчаса или несколько часов какой-либо зависимостью. И то она, я как сказал, со временем будет доставлять все меньше и меньше удовольствия и, по сути, будет снимать просто ту боль, которую она и создает в вашей жизни. Вот такой был немного научный подход в нашем этом ролике. Кстати, если более подробно захотите узнать информацию, внизу под видео я оставил ссылки на статьи, но это уже для настоящих людей, кто любит грызть гранит науки, там более подробная информация рассказана в этих статьях. Вот. А у меня все, мы увидимся с вами в следующих роликах. Спасибо за просмотр и спасибо, что идете по пути трезвости. Вы достигнете ее непременно.